Здравствуйте. Мне хотелось бы поговорить с вами сегодня на очень, как мне кажется, интересную и родную тему для всех. Это тема Коста Хитагуров, его философские воззрения, принципы жизни Коста Хитагурова. Мне сегодня больше всего хотелось бы отойти от традиционного подхода к характеристике этой выдающейся личности. Почему я так говорю? Потому что еще со школьной скамьи мне известно, сама лично через это прошла, что несколько схематично, уже традиционно схематично мы рассказываем об этом человеке. А мне хотелось бы сегодня приоткрыть его какие-то другие грани. А это возможно только, когда мы знаем больше о человеке, о его фактах биографии, которые мало известны людям, которые формировали его. Конечно, мы все знаем его биографию, что она у него складывалась трагически, что он много мытарств прошел. Но, например, мне очень хотелось бы остановиться на происхождении Коста. Это немаловажно. Коста, конечно же, произошел из очень знатного рода. Он является потомком Хетага. Как он сам писал в этнографическом очерке «Особа», он является представителем 10-го поколения от Хетага. И, как известно, род по линии Левана Елизбаровича и Коста Хитагурова на этом прервался. Нам очень мало известно о дедушке Коста, Елизбаре Хитагурове, но больше мы знаем об отце. Это тоже очень важно, потому что, например, Леван Елизбарович человек был очень уважаемый, очень почитаемый, как у осетин говорят, «корохон важдан лагудиш». Он ушел совершенно безграмотным молодым человеком, 18-летним, в армию и прослужил почти 30 лет. Эти 30 лет его сформировали как личность и добавили к его вот этой природной мудрости, природной внутренней такой интеллигентности большой жизненный опыт, который способствовал впоследствии тому, что он твердо поставил перед собой задачу дать образование своим детям. Он воочию убедился, что только образованный человек может жить достойно и всегда защитить себя, и не только себя, отстоять всегда свое мнение и быть достойным лучшей доли, чем, например, он сам. И поэтому, когда у него родился долгожданный первенец, почему долгожданный? Потому что Леван Елизбарович стал отцом в 49 лет. Что, конечно же, не принято у осетин, да? И вот долгожданный первенец, потом была сводная сестра Ольга, и хотя девочки у осетин гораздо реже получали образование, чем мужчины, Леван Елизбарович позаботился о том, чтобы оба его ребенка получили образование. Коста так писал, что отца своего он не только любил, но и боготворил. И писал так: «Таких достойнейших, честнейших и благороднейших людей я в жизни мало встречал». И сказал он это не потому, что это был его отец, а потому, что это так на самом деле и было. И во многом вот это вот внутреннее благородство, достоинство, честность он унаследовал именно от отца. Много чего, наверное, он унаследовал и от матери, но о ней нам мало известно. Как известно, она рано ушла из жизни. Кроме того, что она была очень обаятельной, приятной, мудрой, не по годам женщине, по воспоминаниям, мы о ней ничего не знаем. Но вот что касается благородства, это действительно Коста унаследовал от своего отца и пронес эти качества всю свою жизнь. Так что воспитание и личный пример и сегодня имеют большое значение. Мы воспитываем своих детей на личном примере. И мне кажется, сегодня, когда многие наши традиции, наши какие-то принципы жизни, ахдау, который стоит во главе угла, немножко мы утратили. И наша молодежь какой-то период, на мой взгляд, стала отходить от этих принципов. Но последнее время есть другая тенденция, более позитивная. Мне кажется, мы к этому возвращаемся. И я думаю, что наше сегодняшнее с вами общение тоже будет какой-то шажок к тому, чтобы мы ценили свое национальное и гордились этим. И не просто гордились, а ставили перед собой задачи достичь каких-то вершин в этом, углубиться и продолжить, передать традиции следующим поколениям, так, как сделал это Коста. По сути дела, Коста прожил немного. Ему судьбой было отведено неполных 47 лет. И если уж думать о его периоде жизни, когда он творил, то этот период исчисляется всего где-то 15 годами. Так вот, в эти 15 лет Коста, с одной стороны, снискал к себе лютую ненависть самодержавного бесчинства, которое творилось на тот момент
в нашем краю, и всенародную любовь, которая не угасает по сей день. Так вот, например, меня всегда волновало, чем он снискал эту всенародную любовь, да? Ведь народ нельзя обмануть, народу нельзя навязать те чувства, которые он не хочет. Он может играть, но на самом деле эти чувства не испытывать. А народ действительно испытывал к нему большую любовь. Наверное, это потому, что нравственные принципы Коста, его философия жизни были ему близки. Простой народ не думал о том, что он положил основу осетинской литературе, обработал литературно-мастерски, обработал разговорный язык, стал первым профессиональным художником. Народу это было в силу его, может быть, безграмотности и озабоченности другими жизненными проблемами, было неизвестно. Но он знал, что к Коста можно прийти, Коста может помочь. И Коста в своих произведениях, которые задолго до того, как были напечатаны, они уже читались. И как произведения фольклора, народного творчества, передавались из уст в уста. И они читали в этих произведениях о своих проблемах, о своих нуждах. Коста указывал на них, Коста звал их за собой. И Коста показывал, уже обрисовывал пути выхода из этой тяжелой ситуации. Многие, может быть, обыватели, которые не очень глубоко знают его личность, его биографию, его какие-то воззрения, считали, что он иногда безрассудно, может быть, рисковал, слишком выставлялся на рожон, не прикрывался ни псевдонимами, ни какими-то другими способами, а смело, как он сам пишет, грудью грудь насилия встречаю и смело всем о правде говорю. Он прекрасно понимал, что в своей борьбе он один, и он понимал, что он обречен, но в то же время он понимал, что его пример, его подвиг, гражданская его позиция, они не останутся бесследными. И как все первые вот таких моментах жизни, он понимал, что он уйдет рано. Не случайно же он писал об этом и в своих произведениях. Вот помните, все знаете эти строчки. «Я смерти не боюсь, холодный мрак могилы давно меня манит безвестностью своей, но жизнью дорожу, пока хоть капля силы останется во мне для родины моей. Я счастья не знал, но я готов свободу, которой я привык как счастьем дорожить, отдать за шаг один, который бы народу я мог когда-нибудь к свободе проложить». Простите, но меня эмоции перехлестывают. Несмотря на то, что я много лет работаю в Доме-музее Коста, об этом много говорю. Но каждый раз, когда вот говоришь такие строчки и пропускаешь их, как Коста говорил, через свое изболевшее сердце, то по-новому их ощущаешь. Коста был, как Борис Гусалов сказал, известный наш осетинский писатель, слишком много пудры, говорит, мы на него посыпали. Так вот, если убрать эту всю пудру, то он был такой же обычный человек. И ничто человеческое ему не было чуждо. И вспылить мог, и наговорить резкости мог, например, как Гапо Баева он написал, когда получил первый экземпляр Ирон Фандыра, который был издан не так, как ему хотелось. Ему это было очень больно, и он не обходился в высказываниях своих, Гапо Баеву обратился очень сурово. Но в то же время он был очень сентиментальный человек. В одном из писем сестрам Цаликовым он писал, что иногда, когда он перечитывает некоторые свои произведения, комок подступает к горлу. Не потому, что он восторгался своим гением, хотя он понимал, он это тоже осознавал, что в каких-то моментах, в каких-то произведениях он достиг очень больших высот. Но это он говорил, писал о том, что он еще и еще раз переживал то, о чем писал. Что оставил для нас Коста? Как написал Нафи Джусоев, и я думаю, с ним сложно не согласиться, два главных завета Коста нам оставил. Первое – это свобода, Коста-свобода. И второе – призыв к всеобщей, всенародной солидарности. Что такое свобода для Коста? Свобода личности, свобода Родины, свобода народа. Свобода, когда человек может реализоваться в полной мере, но ни в коем случае свобода не тождественна для него вседозволенности. Мы сегодня часто путаем, согласитесь, эти два понятия – свобода и вседозволенность. Нет вседозволенности места, есть рамки. И в нашем национальном осетинском обществе эти рамки – ахдау. Вот во всем должно быть всегда ахдау. Мы с вами прекрасно понимаем, что это слово заключает очень много в себе. Вот это свобода. И второе,
солидарность. Дружба народов появилась гораздо позже, после смерти Коста, это понятие появилось. И во многом, может быть, оно даже было навязанное. А Коста в истинном, искреннем, глобальном понимании солидарность народов понимал. Дружба народов и взаимосвязь, взаимоподдержка народов. Помните, сестра его говорила, которая присутствовала до последнего его вздоха при нем, ухаживая за ним, что последними его словами были: «Любите друг друга, братья мои». Вот этот завет мы тоже сегодня забываем. Мы начинаем делиться по разным, там, не хочу даже говорить сегодня по каким направлениям. Не должно быть этого. Мы единый народ, один народ. И мы тогда будем сплочены, когда внутри нас будут крепко сидеть наши национальные традиции, когда младшие будут уважать старших, когда старшие своим поведением будут пример подавать младшим, когда мы будем соблюдать какие-то рамки и в одежде, и в наших разговорах, и в наших поступках. Вот тогда, когда это будет едино и когда это будет во главе угла, тогда мы будем, конечно, солидарны, тогда мы будем друг друга поддерживать и стоять, всегда отстаивать свое национальное достоинство, если хотите. Что нужно человеку, для чего нужно человеку, какие качества, какие внутренние принципы должен иметь человек, чтобы стать такой личностью, как Коста? Ну, прежде всего, наверное, это должно быть большое сердце, в котором есть место безграничной любви к человеку и к его свободе. Это раз. Второе, человек должен овладеть мыслью, которая помогала бы ему оценивать правильно социально-исторические какие-то особенности разных народов. И третье, если у него есть талант, неважно, поэтический, художественный, другой талант, талант, который способен показать человека, его жизнь так, как это должно быть. Вот если эти качества есть в человеке, тогда это личность. В Коста все эти качества были. И так счастливо соединились, и нам с вами, осетинам, очень повезло, что Господь послал нам такого человека. Согласитесь, не каждый народ может сегодня похвастаться, что у него есть личность такого масштаба, как Коста Хитагуров. Он нас объединяет и по сей день. И больше 100 лет, 111 лет, как его нет, но по сей день Коста является, без ложного пафоса, я сейчас это говорю, путеводной звездой нашей и нравственным ориентиром. Так вот, хотелось бы, чтобы он был не просто вот личностью, которой мы гордимся, но чтобы мы почаще к нему обращались. Цель моей сегодняшней беседы прежде всего состоит в том, чтобы мы чаще обращались к его поэзии, к его прозе, к его публицистике, потому что там есть ответ на все. Но если хотите высокопарно, то это наша Библия Коста, Библия осетинского народа. Энциклопедия, если хотите, потому что там можно ответ найти на любой вопрос. Вот вспомните его стихотворение к друзьям-приятелям. Оно было адресовано к людям, которые все время старались Коста как-то успокоить, присмирить, говорили ему: ну побереги себя, ну не выступай ты так откровенно, ну как-нибудь займись здоровьем там и так далее, и так далее. Ну обратитесь, почитайте, и вы увидите, что это стихотворение злободневно абсолютно и сегодня. Или Владикавказ, у него стихотворение есть, почитайте. Все, что есть у нас сегодня проблемы в нашем городе, разные проблемы в разных направлениях, и в строительстве, и в санитарном состоянии нашего города, и все то же самое есть и у Коста тоже. Поэтому я хотела, чтобы мы чаще к нему обращались. Почему он был одинок в личной жизни? Спасибо. Тема одиночества, она проходит по всему творчеству Коста. И он действительно был одинок, как вот личный человек, в семейном отношении, наверное, вы имеете в виду, да? В его судьбе была любовь, и не одна, и большая любовь, которая родила очень много прекрасных стихов. Первая из них была Анна Яковлевна Попова. Это девушка из состоятельной армянской семьи, которую он впервые увидел, когда вернулся из Петербурга. Она была 16-летней гимназисткой. Он случайно ее увидел и влюбился в нее без памяти. Сначала это была любовь издалека, он наблюдал за ней, просиживал целыми часами напротив ее дома на большом камне, это он потом ей рассказывал. Потом решился все-таки к ней подойти. Если вы помните акростих к поэме Фатима, как раз это посвящение Анне Яковлевне Поповой.
И ей очень приятно было его внимание. Но поскольку она была девушка из богатой семьи, она была избалованная, и хотя она духовно разделяла во многом взгляды Коста, но соединить с ним свою судьбу она не решилась. Да и братья были негласно против этого. Когда они узнали о чувствах Коста, то старались Анну держать подальше от него. Но вы знаете, сохранился дневник Анны Яковлевны Поповой, и она там пишет, что к концу жизни я поняла, что не случайно Господь не послал мне супруга. К концу жизни я поняла, что это была дань памяти Коста. И еще такой интересный факт, что когда Коста не стала, она в этот момент была в горе. Грузии. И в этот день ощутила какие-то необъяснимые, очень такие чувства мрачные, угнетающие чувства. И спустя какое-то время она поняла, что в этот день не стала Коста. Вот каким-то образом это ей передалось. Вторая Анна, Анна Александровна Цаликова, известная, это была дочь его очень большого друга, соратника Александра Ивановича Цаликова, священника, педагога, который преподавал Слово Божье в женской гимназии. Коста увидел ее тоже совсем молоденькой гимназисткой. Она была третьей дочерью Александра Ивановича Цаликова, была тоже моложе намного Коста Хитагурова. Когда она уже подросла, достигла определенного возраста, Коста оказывал ей знаки внимания. Она прекрасно знала о его чувствах. Более того, он сделал официальное предложение, просил ее руки и сердца у отца. Но тут уже откровенно было ему отказано, потому что Анна Яковлевна тоже видела себя, наверное, в более состоятельной семье. Коста, как известно, был опальным поэтом. Он не имел постоянного источника дохода, хотя он никогда не был бедным человеком. Отец Коста на Кубани имел целых 200 десятин земли. Это было достаточно много. У него была мельница, у него был неплохой дом. И вообще, благодаря своему перу поэтическому, и тем более кисти художника, Коста мог прекрасно зарабатывать и жить в полном достатке. Шутка ли, первый профессиональный художник в Осетии, он мог за хорошие деньги продавать свои картины. Но он никогда, как он писал Юлиане Цаликовой, никогда ни одно слово ради того, чтобы заработать деньги, он не писал. И если он что-то и излагал на бумаге, то только потому, что больше не мог это в себе держать. Да, заказы он принимал, он писал картины, иконы писал, как известно, расписывал Алагирскую церковь. Будучи в ссылке в Херсоне, там тоже поступали к нему заказы. Допустим, заказ не по душе, он бы за это дело никогда не взялся. Но иногда он писал, да. Но была девушка, которая согласилась стать его супругой. Это была Елена Йорамовна Хурумова, дочь Йорама Хурумова, с которым Коста был еще знаком по Лаба. Как известно, село Георгиевско-Осетинское, Лаба, а сегодня селение Коста Хитагурова, которое находится в Карачаево-Черкесии, а тогда это была Кубань, Баталпашинский округ, там еще. Потом, когда Коста вернулся из Херсона, был в гостях в Ордоне, он увидел Лёлю, как ее ласково называли, она ему понравилась, он ее засватал. Она была значительно его моложе, если я не ошибаюсь, на 26 лет, но она согласилась стать его супругой. И когда ей говорили, зачем он тебе нужен, он больной, старый уже, она сказала, какой бы он ни был, это Коста, и я пойду за ним, куда он меня позовет. Она тоже была больна, честно говоря, Коста об этом знал, он собирался ее вылечить, это его сподвигло к тому, чтобы он стал строить дом. Вот еще я хочу об этом сказать, потому что мало кто у нас знает, что в нашем городе стоит дом, который построил Коста. Построил, накрыл крышей. Оставались уже только внутренние работы. И только болезнь не дала закончить его, этот дом, привести туда невесту и зажить, наконец, на осетинской земле полноценной жизнью. К сожалению, болезнь, которая летом 1903 года уже была настолько сильна, что он не в состоянии был не только строить дом, но заниматься творчеством, и вообще за ним нужен был уже уход. Так что теперь уже вмешалась судьба, болезнь, и этому событию тоже не суждено было случиться. Так что у Коста не было ни супруги, ни детей, но детей он любил очень. И свидетельство тому, что он много посвятил им стихов. У меня вопрос по его художественной деятельности. Вы говорили, что он первый художник, он писал картины. Еще говорят, что это он расписывал храм в Аллагире. Но многие это опровергают. Так он расписывал храм в Аллагире или нет? Остались только устные воспоминания
о том, что Коста расписывал старожилов, которые жили тогда, в то время в Алагире, устные воспоминания. Но наука иногда не склонна верить каким-то устным воспоминаниям, и только поэтому, может быть, не верят. Но существуют устные воспоминания о том, что Коста расписывал этот храм. Может быть, не полностью, отдельно какие-то иконы, нам это, к сожалению, неизвестно. Но то, что он расписывал, об этом есть воспоминания устные. То, что он был первый профессиональный художник, это совершенно верно. Может быть, самобытные художники были в Осетии, конечно. И Коста еще 5-летним, 6-летним ребенком тоже что-то пытался рисовать. Но образование академическое получил он первый в Петербурге, в Императорской академии художеств, куда он поступил в 1881 году. К сожалению, не закончил, но это не помешало ему стать первым художником профессиональным. Я хочу дополнить, у нас в музее висят копии сохранившихся работ Коста. Но подлинники существуют, и они хранятся в фондах Художественного музея имени Туганова. Время от времени они выставляются. И вы упоминали, и вообще известно, что Коста именно как художник часто выполнял заказы. И таким образом немного поправлял свое финансовое положение. В том числе существуют воспоминания о том, что один из его знакомых, придя в его ставропольскую квартиру, обнаружил ее заполненной ликами святых. И он сказал, что попы хорошо платят деньги. В отношении его поэзии, считается ли сейчас, что все его поэтическое наследие чистое творчество? И ведутся ли работы для того, чтобы выявить, какая из частей этого творчества, возможно, является литературным, может быть, газетным заказом? Спасибо. Насколько я компетентна и насколько я знаю Коста, ни одного заказного произведения литературного, поэтического у Коста нет. Ни в публицистике, ни в поэзии. Он об этом пишет сам. Так что можно обратитесь к письмам его, к воспоминаниям никогда. Даже на страницах газеты «Северный Кавказ» он поднимал те вопросы, которые считал необходимыми и острыми. Более того, он хотел выкупить эту газету, ему не хватило только средств. Официально был и все редактором этой газеты, но полностью вся работа была на его плечах. Вот. Почему газету много раз пытались и закрыть? Потому что слишком уж откровенные были статьи, публицистика Коста. Скажите, пожалуйста, как относился Коста Ливанович Хитагуров к религии? Просто некоторые исследователи уточняют, говорят, что он был атеистом. Хороший вопрос, очень спорный вопрос, вокруг него очень много дискуссий. Коста нельзя назвать ни фанатично верующим человеком, ни атеистом. Принципы православной религии и Библии, в частности, образ Иисуса Христа, был очень близок ему. Собственно говоря, в Коста видят, образно выражаясь, Иисуса Христа тоже. И много раз стоял вопрос о том, чтобы причислить его к лику святых, потому что слишком много жертв он всю свою жизнь положил на алтарь своему народу, служению, да? Но вот эти вот принципы, которым следовал Христос, чему учил он своих учеников, все это близко к Коста. И только в этом отношении его так Коста рассматривал. Но как пишут некоторые, что Коста был фанатично религиозным человеком, это неправильно. Как известно, все народы у своей колыбели были язычниками, да? И осетины в том числе и по сей день поклоняются своим каким-то идолам, да? Святилищам поклоняются. Все это тоже Коста признавал. Спасибо вам большое за внимание. Мне интересно очень было с вами общаться. Я увидела очень много интересных взоров на меня направленных. Дунеш фалдишегнен, юйбер самундраттед, ма коштай фазахштете, на куха кудефтой, маса кудахаштканам. На фашивед ахдауджин кудуа, расшухт фандактыл кусала, юйбер самунд не патедарод. Манын кошта и усы акажод ард гайфаштамадар, нырма куду диш яфта. Осарам бомбира.